Основные источники информации были это официальные документы, то есть я старалась ссылаться только на них, потому что понимала, что если это будут какие-то фантазии, там, домыслы и так далее, то за это могут привлечь и по клевете. Требуем от губернатора Миронова прекратить ввоз московского мусора. В ответ мы получаем тишину. Требование закрыть мусорную свалку Сколково. Изначально паблик существовал для того, чтобы люди могли объединиться, общаться, найти друг друга. Вот. Мы там координировали наши действия. Например, мы организовывали дежурство на полигоне Сколково. То есть мы в течение суток там стояли и следили за московскими мусоровозами, считали их количество, вот, записывали их номера, вот, узнавали, кто же владелец этих мусоровозов. То есть вели свое расследование. Вот. Потом также паблик существовал для того, чтобы мы могли объединить свои усилия при организации митингов, пикетировании, каких-то таких массовых мероприятиях публичных. Экологическое движение «Нам здесь жить», оно фактически объединяет активистов из разных регионов. И фактически получается так, что вот именно вот «Нам здесь жить» вот общероссийский, он публикует информацию о экологических проблемах разных регионов. И фактически, ну вот в данном случае это паблик, который именно наш общероссийский, он является таким немножко аккумулятором вот, для экологических проблем. Одним людям, например, что-то важно, там, спорт, например, да, там, не знаю, там, есть люди, которые борются за трезвый, там, образ жизни, да, стараются вот эту информацию внести, не знаю, там, кто-то там религиозный, вот, а для меня, ну, вот, важно, чтобы какие-то экологические вопросы решались, потому что я люблю планету Земля, природу люблю.